Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я в центре, отвезла внучек на лыжную базу, сама быстренько съездила опеку, сдала отчеты, газовый участок вон там заходила, проверяла, сколько нам платить. Оказывается, я переплатила. В этом месяце 100 с чем-то только платить. Сейчас у меня очередная работа. Росгосстрах. У меня сегодня последний день страховки. С завтрашнего дня у меня страховки нет. Опасно выезжать. Здесь у нас озон, электротовары. Всего так много. Вот Росгосстрах я захожу. Здание другое, новое. Вот какое здание. Здравствуйте. Вы на страховочку? Да, обязательно. У меня срок вышел. Идемте. Как у вас тут уютно, красота. Я здесь первый раз. Перешли оттуда, да? Да. В центр перебрались. Ага. Эльвира, здравствуйте. 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 Страховать. Да, идемте, присаживайтесь. Ага. Эльвира сейчас посмотрит мои данные. Аварию я не делала, слава богу. Ага, Все нормально. Так, у вас тут максимальная скидка. Все хорошо. Супер. К оплате будет 4410 рублей. Хорошо. Наличными или Как вам удобно? Можно? картой? Можно и по карте, можно и наличными. Мне и наличку можно, и по карте можно. Хорошо. Угу. У меня страховка на год. Угу. Эльвира, спасибо большое. Приходите еще. Ага, придем. Всего вам доброго. Спасибо. Удачной работы. Спасибо. Все, одно дело еще сделали. Вон там через дорогу Валберс. Сейчас зайду в Валберс. Получу, что заказала. Валберс. Вот я уже дома, мои хорошие. Сегодня я после обеда пошла в автосервис, забрала оттуда машину. У меня постоянно ломается. Хорошо, что ребята там знакомые. Быстренько все делают. Я с четверга без машины была. И по магазинам ходить для меня это очень даже трудно. Хлеб я, конечно, пеку дома. Закончилось дома молочное, фрукты и много всего, что надо. Как только забрала машину, отвезла девочек на лыжную базу. Потом сама поехала, сдавала в опеку отчет за детей. Там я недолго была, отчет я правильно уже умею составлять. Там минут 5-7, наверное, побыла. Потом поехала в газовый участок, что-то за газ. В этом месяце нам квиток не принесли. Я съездила, оказалось, я заплатила онлайн. Осталось мне только 100 с чем-то заплатить. Все нормально. Поехала страховать машину. Там страховала машину. Потом поехала за девочками на лыжную базу. Они тренировались 2 часа. Привезла их, по пути заехали в магазин, набрали мои продукты. Сейчас я вам хочу показать, что я в Валберсе получила. Вот такой блок питания я получила для измерителя давления, для тонометра. Давно мечтала, у меня не было упаковки.
Потом в Валбересе же получила, я заказывала недавно семена сальвия. Купила вот такие красивые яблоки. Как называются, я даже не смотрела. Купила майонез. Купила сельдь-филе кусочки под лосось. Купила вот такие печенюшки. Маффины ванильные. Сметану 15%. Две пачки маргарина для выпечки. Пышка мне нравится. Молоко. Это детишкам готовый завтрак. Они иногда едят. Купила рис для плова. Очень хороший. Колбасу. Для бутерброда. Вот такой черный хлеб нам нравится. Хлеб удачный. Немножко конфет взяла. Перец черный молотый. 1% кефир. Это я употребляю. Творог. Еще пачка творога. Такой же хлеб. Манную крупу. Я оладушки с ними готовлю. С манной крупой очень нам нравится. И кашу детям. Купила кусочек форели. Мы с черным хлебом любим бутерброд. Девушки сделают бутерброд. Колбаски вот такие купила. Сосиски купила. Кориандр молотый купила. Молоко. Бирское молоко. Горошек зеленый. Сметану 20%. Еще купила йогурт. 3 бутылки. Дети любят. Купила я квас. Тоже захотят пить. И молоко. Вот столько продуктов девочки мне набрали. Сейчас на улице 17 градусов, ночью было 33 градуса. Утром ребятишки не пошли в школу из-за погодных условий. Нам, конечно, школа близко, но детишки не хотели. Многие не приходили сегодня, оказывается, в школу. Но если они не захотели, я уж не стала их отправлять. Большой привет, мои дорогие, вам от Минзали, от моей сестренки из Узбекистана, из Наваи. Спасибо большое. Я ваши приветы, пожелания хорошие я всегда передаю ей. Она тоже вам привет передает, огромный. Желает вам удачи, любви, благополучия, мирного неба над головой. Возможно, она летом с внуком приедет. Внуку 5 лет, Тимур. Вот ждем. Обещала, не знаю, обещание свое держит или нет. Очень хочется ее рецепты. Когда Маша приедет, я думаю, мы снимем узбекскую кухню. А Юлия приедет 4 февраля. Еще недолго осталось, приедет на 45 дней. И девочки пойдут к себе жить с мамой. Сегодня я прочитала комментарий, кто-то розу потеряла. Мои хорошие, она очень редко снимает на ютубе, у нее в телеграме канал. Она
она там частенько выкладывает. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Желаю всем всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.